Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Вы смотрите утреннюю программу «Утро Якутии». И с вами сегодня я, Дарья Анкехова. А для тех, кто смотрит наши эфиры постоянно, наверное, первым вопросом будет: а где же Павел Танин? Ну, собственно, сегодня он обязательно появится в этой студии, ну а сейчас он находится на одной из локаций нашей столицы. И, собственно, чуть позже мы ждем прямого включения, ведь интересные гости уже находится рядом с ним, но обо всем по порядку. Дорогие друзья, сегодня в нашем эфире, как обычно, полезная информация, наши постоянные рубрики, ну а также, конечно же, интересные гости. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас на экране. В принципе, основные все моменты мы выкладываем в наши соцсети. Ну и если вдруг у вас есть какая-то идея или вы хотите стать участником нашей программы, смело отправляйте свою заявку вот прям на наш телеграм-канал, и, собственно, возможно, вы станете участником нашего прямого эфира. Ну, как я уже сказала, обо всем по порядку. Ну и, конечно, по нашей доброй традиции начинаем наш эфир с рассказа о погоде. В 6 часов утра температура в центральных районах была на отметке плюс 7 градусов. В Заречной группе 11-13 выше 0. В южных 5-6 градусов, в Вилюйской группе 5-10 со знаком плюс. В Нижнеленских 9-11, в западных 8-10, в Колыме-Дигирской группе улусов 13-24 градуса тепла. В Янских 10-14, на северо-западе до плюс 11. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без существенных осадок. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 19 градусов. Совсем недавно при выборе путевок на свой отпуск я наткнулась на интересное предложение. Слышали ли вы что-нибудь про сон-туризм? Оказывается, это такие туры, в которых путешественники платят за возможность выспаться. В Таиланде, США, КНР, Арабских Эмиратах, Японии и ряде иных государств существуют специальные сон-гостиницы. Там есть кровати, которые убаюкивают и укачивают гостей. Также присутствует подборка соответствующей музыки, матрасы с вибромассажем и так далее. Также в туристический пакет могут включать медитации, особое меню и консультации специалистов. Разумеется, гости не только спят, но и делают все то же, что и обычные туристы. Просто специализированные отели расположены вдали от городского шума и суеты. И каждый день наполнен релаксационными практиками. Во всех отелях обязательно присутствует свой график, однако везде предусмотрены 2 тихого часа среди дня и достаточно времени для отдыха вечером и ночью. Можно, конечно же, посвятить это время сну или же прогуляться в городе. Насильно никто вас держать не будет. Сон-туризм – это, конечно, очень интересная тема, но программа у нас утренняя, поэтому предлагаю все же нам быстрее проснуться. Утреннее пробуждение всегда сопряжено с сонливостью и даже некоторой ленью. Чтобы взбодриться, многие люди заваривают себе чашечку кофе, другие начинают день с принятия душа. И только немногие пробуждаются при помощи утренней зарядки. Как показывает практика, именно те, кто пытается проснуться с помощью физкультуры, быстрее приходят в активный режим. Поэтому следуем примеру нашего фитнес-инструктора и просыпаемся. Здравствуйте, меня зовут Александра Бронских, я тренер по художественной гимнастике. Сегодня мы покажем вам разминку, которую вы сможете повторить в домашних условиях. В этом мне помогут воспитанницы спортивного клуба «Либерти» и гимнастки сборной Республики Саха-Якутия. Давайте начнем. Итак, ножки вместе, ручки в замочек. Начинаем разминать наши пальчики, подключаем правую ножку. Поехали. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Другая ножка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Ножки вместе. Пружинка. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули ручки наверх, улыбаемся, вытянули шейку, стоим, держим. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Опустились на пяточки, взяли себя за локоточки, наклоны вниз. И раз, растягиваем, 2, подколенную связочку, 3, 4, 5, умницы, 6, 7, 8. Отлично. Выросли, ручки в стороны, ножки на ширине плеч. Готовимся, наклоны. И раз, и 2, и 3, не торопимся, 4, и 5, и 6, тянем бок, 7 и 8. Ручки вперед, наклон. И раз, вытягиваем позвоночник. И 2, длинная шея. 3, коленочки затянуты. 4, 5, еще ниже. 6, 7. Отлично, вытянулись. Сели вниз. Выпад на правую ножку. Качаемся. И раз, качаемся. 2, 3, активней. 4, развернулись. И 5, выпад. 6, спинка прямая. 7, 8, другая ножка. И раз, ниже. 2, 3, 4, развернулись. И 5, шейка. 6, 7, 8. Делаем упражнение на пресс. Ножницы. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим ножки. Раз, 2, 3, улыбаемся. 4, 5, 6, 7. И повторили еще раз. Отлично. Сделали складочку. Потянулись вперед. Вытянули позвоночник, вытянули ручки. И раз, 2, лежим в складочке. 3, 4, 5, 6, 7. Отлично. Встали на ножки. Сделали глубокий вдох. Выдох. Умницы. Спасибо. На этом наша разминка закончена. Занимайтесь спортом, занимайтесь художественной гимнастикой и будьте здоровы. Зарядку сделали, ну и самое время сейчас передать слово моему соведущему Павлу Танину. Паша, где находишься? Доброе утро. Тебе слово. Дарья, привет. Доброе утро, наши телезрители, конечно же. Ну, Даш, я тебе, естественно, завидую. Сегодня погода с утра, достаточно такая не летняя, хотелось бы сказать, а ты сейчас там в тепле, в уюте. Тем не менее, повод у меня выйти на улицу замечательный и прекрасный. Я этому очень рад, потому что с 10 по 12 июня в Омске прошел международный форум приграничных территорий России и стран СНГ «Да будет дружба искренней и честной», где приняли участие творческие коллективы, была и культурная программа, и деловая программа, и Якутию представляли делегаты, естественно. Это были представители Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. И сегодня подробнее об этом форуме мы с ними поговорим. Рядом со мной стоит Екатерина Егорова, руководитель ресурсного центра Дома дружбы народов, и Данила Ротари, солист ансамбля «Сюрприз». Екатерина, Данил, доброе утро. Доброе утро. Ну, я смотрю, судя по в руках у вас и дипломы, и статуэтки, неплохо вы съездили, посетили этот форум. Екатерина, расскажите вообще, как это проходило, что за форум, для чего он нужен, как мы представили. Замечательный, прекрасный форум. Он объединяет в себе и регионы России, и другие страны, которые собрались ради укрепления международных и общественных связей. И на этом форуме большой делегацией представлена была Якутия и Дом дружбы народов. Именно Дом дружбы народов собрал такую делегацию с 15 человек. Ее представил заместитель генерального директора Говоров Виктор Николаевич, ведущий методист отдела межнациональных отношений и этнопевица Татьяна Соросова-Балаганчик и приглашенный артист, виртуоз-хомусист Артур Семенов, а также солисты народного ансамбля эстрадного танца «Сюрприз». Руководителем группы выезжала молодой педагог Аина Дичковская. Данил, говоря про солистов ансамбля «Сюрприз», каково тебе было вообще выступать на таком форуме, каковы ощущения? Ну, во-первых, я бы хотел поблагодарить наш Дом дружбы народов за то, что решил нас отправить представлять Республику Саха-Якутия на международном форуме. Но про впечатления после поездки остались только самые положительные впечатления и положительные эмоции. Волнение присуще каждому разу.
при выходе на сцену. Но когда говорится о таком важном форуме, когда ты представляешь целую республику, конечно, волнение есть. Ну, как говорят все артисты, не волнуются перед выходом на сцену только не настоящий артист, поэтому волнение, оно оправдано. А вообще, Екатерина, как зрители и жители и гости Омска, участники форума приняли выступления наших артистов, нашей делегации? Ну, нашу делегацию принимали вообще великолепно. Даже все мои знакомые из Омска написали мне, что ваши выступают, мы аплодируем стоя, и очень были рады приветствовать всех. Даже была очень большая кавалькада в рамках культурной программы по главной улице, и все коллективы шли. И они не просто шли, да, каждый еще танцевал, подпевал, и на определенных точках останавливались и показывали там, по одному, по два номера. Ну, наша группа везла целую культурную программу, концертную на 30 минут, и также каждый из этих номеров мог быть еще и отдельно представлен. Собственно говоря, удалось показать все, и во все 3 дня. И каждый раз, когда начинали звучать вот наши бубны, наш хомус, народ просто собирался со всех сторон. А ребята, которые не участвовали, да, не танцевали, они хотели заснять это все, но не могли пробраться. Поэтому, ну, очень приятно, что вот нашу группу так встречали, и вообще культура Якутии и северных народов была, ну, там во внимании. Ну, я думаю, что зрители нашей программы ничем не хуже жителей и гостей Омска, и мы дадим сегодня возможность тоже насладиться небольшим кусочком, да, вашей 30-минутной огромной программы. Естественно, всю мы ее вставить в эфир не можем, поэтому, Екатерина, Даниил, спасибо. Я так понимаю, Даниил, сейчас мы тебя увидим в действии, что называется. Ну, а вы, дорогие телезрители, вашему вниманию сейчас будет выступление ансамбля «Сюрприз», прямо в прямом эфире. Вы это увидите. Ujiduraman, tulkan bini
Selkenpiniman. Ну что ж, дорогие телезрители, вот такой энергией нас зарядили артисты. Я думаю, эта энергия, во-первых, вам позволит сегодняшний день на позитиве энергии также провести. Ну и мы вот насладились тем, чем наслаждались жители и гости Омска буквально на прошлой неделе. Я, Дарья, тебе обратно слово передаю в теплую студию. Сам надеюсь скоро там тоже оказаться. И всем, конечно же, хорошего дня желаю. Как здорово, что у нас есть вот такая уникальная возможность совершать прямые включения, потому что вот действительно я нахожусь в студии, Паша находится там. Ну и, собственно, вдвойне приятно, что сегодня многих жителей нашей республики порадовал ансамбль «Сюрприз», потому что не каждый день увидишь в 7 утра танцующий коллектив. Ну и в целом хотелось бы отметить, что таких вот уникальных, талантливых ребят у нас очень много. Одни из них это ребята Высшей школы музыки, которые вчера удивили нашего президента Владимира Владимировича, да, своим выступлением. Ну и, собственно, талантливых ребят у нас в республике очень много. Просыпаемся, остаемся с нами, ну а мы продолжаем наш утренний эфир. На календаре 19 июня. Сегодня Всемирный день детского футбола, Международный день прогулки. По народному календарю Ларион пропольник. На Лариона было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион, дурную траву из поля вон», говорили крестьяне. В народе знали, если вовремя не справиться с сорняками, они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть, руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть», приговаривали во время неприятной работы. Этот день в истории. В 240 году до нашей эры греческий ученый Эратосфен впервые в мире вычислил радиус Земли. В 1862 году президент Авраам Линкольн принял закон об отмене рабства на территории США. В 1957 году в Ленинграде на площади искусств открыт памятник Александру Пушкину. В 2002 году путешественник Стив Фоссет начал первое в мире одиночное беспосадочное кругосветное путешествие на воздушном шаре. В этот день родились Блэс Паскаль, французский ученый, изобретатель, философ, писатель. Федор Глинка, русский поэт, публицист, прозаик, декабрист. Кирилл Лемах, русский жанровый живописец, академик. Наталья Селезнева, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России. Сергей Макаров, советский российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион. Именины отмечают Виссарион, Георгий, Иларион, Рафаил, Сусанна и Фёкла. Ну, дорогие друзья, сегодня 19 июня, и по народным приметам в этот день незамужние женщины обязательно поливали огород. По поверьям, это может принести успех в любовных делах. А также сегодня было принято делать уборку. Считается, что это может принести удачу и умиротворение. Поэтому выбирайте. Либо поливаем огород, либо убираемся дома. Вдруг и вам повезет. Ну а сейчас самое время передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Президент России Владимир Путин посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске
Ему показали успехи республики в области информационных технологий. В экспозиции были представлены стенды нескольких инновационных проектов. Это анализатор медснимков, действующий на базе искусственного интеллекта, система мониторинга авиадвигателей «Харус» и анимационная студия «Тундра». Регион продемонстрировал успехи в области поддержки стартапов и, в частности, в области разработки видеоигр и кино. Отдельно президенту представили мастер-план якутской агломерации до 2030 года, а также проект строительства межвузовского кампуса. В 4 районах Якутии – Алекминском, Намском, Нюрбинском и Анабарском – продолжаются восстановительные работы. На сегодняшний день по линии Министерства транспорта ущерб, нанесенный паводком, составляет более 750 миллионов рублей. По линии Министерства ЖКХ ущерб составляет более 58 миллионов. Самый большой ущерб нанесен по линии Минстроительства – более 1 миллиарда рублей. От паводка пострадало 4 объекта Минздрава в селах Маймага и Графский берег. Их решено не восстанавливать, будут возведены новые модульного типа. Здесь, к сожалению, отмечаем слабую работу районов самих по актированию, по составлению справок, смет, и это, конечно, будет затягивать. При этом окончательный прием документов это обозначено министерством 21 июня. Совсем мало времени остается, и на это обращено внимание районов по итогам совещания. Надеемся, что эти работы будут выполнены. В этом году в России отмечается 90-летие со дня рождения первого космонавта, Героя Советского Союза Юрия Гагарина. Этому событию посвящаются выставки, концерты, праздничные мероприятия. Для участия в одном из таких в Якутск прилетела племянница Юрия Гагарина Наталья Борисовна. Приехала по приглашению Министерства культуры и духовного развития республики. В столице республики она презентует выставку «Гагарин. Первый навсегда», которая открылась на родине первого космонавта, а также примет участие в праздновании Исеха Олонхо в Амге. Якутию связывают очень теплые отношения с родиной Юрия Алексеевича Гагарина, с родственниками. Неоднократно на родину Юрия Алексеевича приезжают делегации из Якутии. И вот в этом году по приглашению моих друзей из Якутии мне посчастливилось приехать сюда. 3 шага от аэропорта, и здесь действительно находится центр имени Гагарина. Это такими красивыми буквами современное здание обозначено, и памятник, который стоит на фоне, и сквер. Конечно, это не может оставить равнодушным. В Якутске фильм режиссера Алексея Романова «Легенды вечных снегов» получил гран-при на Бишкекском международном кинофестивале. Мистическая картина стала продолжением короткометражного фильма «Маппа». Она рассказывает о трагической любви молодого человека. В продолжении главный герой возвращается к этой истории спустя много лет. Сценарий к фильму написала Любовь Борисова, известная по работам «Надо мной солнце не садится» и «Не храните меня без Ивана». Фестиваль собрал около 200 участников из разных стран. В широкий прокат фильм планируют запустить в октябре этого года. Это успех в целом якутского кино, потому что и успех кинокомпании «Сахафильм», потому что в копилке нашей кинокомпании уже много гран-при. Это еще раз доказывает, что якутское кино сейчас очень на высоком уровне. У нас история-то зимняя, поэтому это были очень тяжелые физические съемки, технические съемки, но оно того стоило. И это впечатляет, конечно, для представителей, скажем, южных культур видеть снег на большом экране. Ну и потом наши легенды очень такие смысловые, очень глубокие, очень крепкая связь, скажем, вообще легенд наших с природой, наши взаимоотношения, наш культурный код все в картине представлены. В пятницу 21 июня у якутян будет дополнительный выходной в честь национального праздника Исех. Этот день объявляется нерабочим для работников республиканских органов государственной власти и государственных учреждений. При этом в предпраздничный четверг 20 июня рабочий день сокращается на 1 час. Что же может омрачить летний отдых в Якутии? Ну, в первую очередь, наверное, сразу приходит на ум, это, конечно же, насекомые, в частности, комары. Они действительно мешают расслабиться и не только на природе, но и дома. Москитные сетки не всегда спасают, но есть и другие методы, которые позволят избавиться от назойливых насекомых. Например, натуральные ароматы. Некоторые из них комары совершенно не переносят.
Доброе утро! С вами Эрика, и мы продолжаем с вами знакомиться с ароматерапией. Ароматерапия – наука, основанная на холистическом подходе. Она влияет на наше духовное и физическое здоровье. Сегодня я с вами хочу рассмотреть актуальный вопрос защиты от насекомых. Какие масла нам помогают в этой задаче? Это эфирное масло лаванды, общеизвестный репеллент, эфирное масло шалфей мускатный, эфирное масло пачули, кедра, лимонграсса, гвоздики и розмарина. Сегодня я с вами буду делиться рецептом репеллента. В домашних условиях очень просто его сделать, имея в наличии эфирные масла. Напоминаю, эфирные масла в аптеке не подходят под наши задачи. Выбирайте качественные масла, чтобы решить свои задачи. Сегодня для приготовления репеллента нам нужен будет либо спирт, либо глицерин, либо солюбилизатор Twin 20. Его тоже можно купить на маркетплейсах. Возьмите емкость, спрей, примерно 100 мл. 30 мл мы берем либо спирта, либо глицерина, либо солюбилизатора Twin 20. Откапываем примерно по 15 капель лаванды, шалфея, пачули, кедра, лимонграсса, розмарина и гвоздики поменьше. Гвоздика – горячее масло, с ним нам нужно быть осторожными. 5-10 капель будет достаточно. Суммарно у вас должно выйти минимально 75 либо 120 капель. Растворяем в нашем растворителе, да, в нашем случае это спирт, глицерин или Twin 20. Хорошенько взбалтываем и доливаем до нужного объема воды. И вот у вас будет готовый репеллент. Такой репеллент, он безопасен в использовании, и вы можете его использовать на свежем воздухе каждые 2 часа, либо на одежду, либо наносить на открытые участки кожи. После укуса вы можете использовать гидролат лаванды, чтобы снять воспаление, и таким образом бороться с помощью инструментов ароматерапии, это эфирные масла и гидролаты, с насекомыми. Я желаю вам счастливого лета. Пусть оно поможет вам восстановиться, наполниться энергией и с новыми силами войти в яркую осень. До новых встреч! С вами была Эрика. Танец, Магия! собственно. Опа! Чудеса! Чудеса небывальщина. То есть вот они, действительно, это чудо прямого эфира. Павел Тавин тут, Павел Тавин там. Когда холодно, мы же быстрее двигаемся. Да, то есть ты бежал сюда практически? По мне не видно, что ли? Конечно, бежал, да, это было здорово, это было замечательно. Я думаю, действительно зарядились и здесь в студии энергии все такого танца. Наши ребята молодцы. Молодцы. Паш, мы, собственно, тут говорили только что о теме того, что же может испортить летний отдых, и в частности про назойливых комаров. Ага. Были ли с утра комары там? Нет, ни одного. Ни одного? Ни одного. Ну, собственно, вот и сразу возникает вопрос. А как выбирают комары, кого укусить? Вот твои варианты ответа. Мои варианты вообще... Я вот как раз недавно почему-то на глаза попадалась информация, что они выбирают по количеству выбрасываемого человеком углекислого газа. Ну так вот, ученые выяснили, что самки комаров весьма избирательны, когда выбирают себе жертву. Эти паразиты, основы рациона которых составляет кровь, отличаются чрезвычайно чувствительным обонянием, которое можно сравнить со своеобразным радаром. Благодаря ему комары на удалении до 30 метров определяют и различают, какой источник крови наиболее привлекателен им. Комарам недостаточно просто человеческого запаха. Они определяют индивидуальный микробный автограф, то есть своего рода уникальный набор микроорганизмов, в том числе формирующий наш иммунитет. Эксперименты показали, что самки комара постоянно самообучаются. Им предложили 2 отреза ткани, один из которых источал человеческий запах. Именно к нему стремились подопытные насекомые. Также эксперты выяснили, что в теплый сезон комары чаще предпочитают присасываться к птицам, а в более прохладные периоды им по нраву кровь млекопитающих. Ну, вот такие вот тонкости. Больше понравилась история про самообучение. Самок. Ну, да. Комаров. Вот, как бы учатся, потому что учиться никогда не поздно, и это важно. Это залог
развития. Ну а вообще, как же представить якутское жаркое лето без купания? 17 июня официально открылся городской пляж на 202-м микрорайоне Якутска. Необходимо отметить, что главный вход на городской пляж отныне со стороны съезда в Ледовый парк, поскольку часть нашей набережной, она находится до сих пор в реконструкции. Ну да, действительно, это часть набережная имени Романа Дмитриева. Напомню, прибежал только что, да. Для горожан, к слову, на пляже оборудованы бесплатные 80 шезлонгов и 20 пляжных зонтов, а также душевые для ног. Об основных правилах безопасного купания, что тоже важно, подробнее расскажет наш доктор. Доброе утро! Наступает теплая пора, а значит, есть возможность отдохнуть на природе и побаловать себя купанием. Купание – это не только приятно, но и полезно. Однако, чтобы получить максимум пользы и не навредить своему здоровью, необходимо придерживаться определенных правил гигиены купания. Сами по себе водные процедуры в открытых водоемах, а также солнечные ванны на берегу имеют массу положительных эффектов для здоровья. Во-первых, купание, плавание – это физическая активность, которая полезна как для здоровых, так и для больных людей. Во-вторых, пребывание в воде и на свежем воздухе улучшает настроение, аппетит, снимает стресс, в целом положительно влияет на нервную систему, способствует выработке витамина D, улучшает обмен веществ. Какие же правила при отдыхе у водоема помогут вам с пользой и удовольствием провести время, избежав проблем со здоровьем? Отдавайте предпочтение специально оборудованным пляжам. При входе на пляж обязательно поинтересуйтесь, где находится смотровая вышка со спасателем и медицинский пункт. И выбирайте правильное время для купания. Лучшее время – это с 8 до 10 и с 17 до 19 часов. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов. Но самой оптимальной для приятного купания будет температура от 25 градусов. Температура воздуха при этом должна быть не ниже плюс 20. Не заходите в холодную воду, если ранее не были приучены к этому. Не забывайте про защиту от солнца. Выбирайте крем для тела и лица с максимальной защитой от действия ультрафиолета. Загореть можно и в тени, а от прямых солнечных лучей вы скорее получите ожог. Чрезмерная инсоляция может способствовать изменениям в коже на клеточном уровне и вызывать онкологические заболевания. Никогда не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Будьте здоровы! Ну, не одним пляжем и купанием едины, да, мы во время летнего сезона. Еще одно очень популярное и относительно новое развлечение – это прогулка на самокате. Благодаря электросамокату можно за день увидеть все главные достопримечательности города. При этом не будете зависеть от пробок и общественного транспорта. Но при этом, несмотря на то, что электросамокаты, да, новый вид городского транспорта, есть здесь свои правила. И знание правил поможет водить самокат безопасно и этично. Выбираешь для поездок самокат, изучай правила дорожного движения. Электросамокаты – это новый и весьма удобный вид городского транспорта, на котором можно быстро переместиться из точки А в точку Б. Однако у такой езды есть свои нюансы и правила, которые не все знают и не все соблюдают, что иногда может привести к плачевным последствиям. Во-первых, не следует отправляться в путь на самокате по городу сразу, если вы ранее этого не делали. Сначала потренируйтесь в малолюдных местах. А перед тем, как начать движение, убедитесь в исправности тормозов и в том, что аккумулятор самоката заряжен. Многие люди рассматривают электросамокаты в качестве аттракциона, в том числе и дети. Например, можно часто увидеть, как люди едут по двое, а иногда даже по трое человек на одном самокате. Так управлять самокатом становится намного сложнее, и можно легко потерять равновесие из-за перевеса. Так что запомните правило: один самокат, один человек. Ездить на электросамокате следует строго по велодорожкам, если они есть. Во-первых, покрытие велодорожек намного лучше, чем тротуар, а во-вторых, они для этого и были созданы, чтобы не мешать прохожим людям. Уважайте не только пешеходов, но и водителей автомобилей.
Они такие же полноправные участники движения, как и вы. Переходить дорогу можно только пешком, а самокат везите рядом. Некоторые водители не уступают дорогу пешеходам и самокатам, поэтому важно сначала убедиться в безопасности маневра и в том, что все автомобили остановили движение. Соблюдайте безопасную скорость. 25 км в час – это максимальная скорость для электросамокатов. А вот заезжая во двор, оглянитесь по сторонам. Но разгоняться до такой скорости можно только в положенных местах и только если вы ездите на самокате уверенно. Дети до 14 лет могут пользоваться электросамокатами только в сопровождении взрослых. Самостоятельное передвижение на всех средствах индивидуальной мобильности разрешается строго с 14 лет и никак иначе. И самое важное. Перед тем, как стать участником движения, независимо от того, на каком транспорте вы передвигаетесь, следует выучить правила дорожного движения. Незнание правил не освободит вас от ответственности, а самое страшное может привести к серьезным последствиям со здоровьем. Берегите себя и уважайте других людей вокруг. Паш, я знаю, что тема самокатов тебе близка. Ну, мне на самом деле близка тема велосипедов по большей части. Просто в настоящее время не имею я этого вида транспорта у себя в наличии, и поэтому приходится довольствоваться другими альтернативой. Ну, как бы не для здоровья альтернатива, но для скорости передвижения по городу очень даже неплохая альтернатива. Это, конечно, электросамокат. Да, очень правильные вещи только что сказали, да, о том, что спешивайтесь, когда переходите дорогу. И не так, что прошли пол перекрестка, спешились, а потом доехали остальной пешеходный переход. Нет, надо до конца подняться на тротуар, на велосипедную дорожку, только потом уже оседлать своего коня, двигаться дальше. Но вообще твое личное мнение, у нас достаточно оборудован город для Абсолютно передвижения? Нет. Абсолютно. Вот есть проспект только и все. А дальше? Дальше. На самом деле проблема в том, что самокаты появились недавно, а у нас большая часть инфраструктуры, наверное, именно тротуарная, она была построена раньше. Соответственно, очень большие бордюры, какие-то не Паш, очень Москва удобные. не сразу строилась, я думаю, все впереди. Я никого ни в чем нет, я просто констатирую факт, что да. Но уже есть какие-то подвижки, которые... В любом случае, даже если бы было совсем бы ничего не было для самокатов, они бы просто у нас в городе не появились бы. Они у нас Все верно. есть. А раз появляются, значит есть где ездить. Движение есть. Ну и, собственно, это замечательное время, да, лето с ветерком, на самокате, до пляжа, на 202-м микрорайоне. Это ли не счастье? Возможно, и кому-то и это счастье. И это счастье. Ну вот сейчас, кстати говоря, мы и продолжим тему счастья, ведь ни для кого не секрет, что дети — это цветы нашей жизни. И если в вашей семье родилось разом двое, да, кстати говоря, это тоже твоя тема, да, то это огромный букет счастья. Согласен? Ну, сначала, да, потом они уже становятся личностями, и ты понимаешь, что нужно с ними считаться. Но несмотря на то, что близнецы могут жить далеко друг от друга, их психическая связь не прекращается. Они имеют способность понимать друг друга на базовом уровне, даже если они разделены километрами. Это объясняется их особой связью, которая часто называется телепатическим соединением. Вот так. Они могут, кстати, передавать друг другу эмоции, мысли и чувства без слов и на расстоянии. Героини нашего следующего сюжета не смогли жить далеко друг от друга. Объединив полстраны, их пути сошлись и объединились в Алекминске. Сестры-близнецы Яна и Лилия родом из Алтайского края. С будущими мужьями их обеих свела судьба во время учебы в авиационном университете в Красноярске. Так, волею судьбы, два лучших друга из Алекминска впоследствии стали семьей. Мы вдвоем всегда вместе. Мы даже если по жизни куда-то разъезжались, всегда жизнь почему-то нас сводила. Мы где только уже не жили. Ну, вот, и... Где успели пожить? Сначала мы жили, в Красноярске мы все учились, потом мы с мужем уехали в Улан-Удэ, у него папа родом. Мы с мужем первый раз в этот момент переехали сюда. Вот я первый раз увидела, что такое Алекминск, сколько было, 12 лет назад. Впечатления, сразу скажу, были не очень, вот первые, да, и мы прожили здесь всего лишь полгода и переехали к сестре в Улан-Удэ. Потом пожили там, потом мы решили, что нужно куда-то еще поехать, мы переехали в Санкт-Петербург, мы с мужем. Да, ну а мы уже решили, что мы тоже без них не можем, и за ними уехали в Санкт-Петербург. Уже из Санкт-Петербурга пары перебрались в Алекминск. И вот уже 7 лет этот город для них как родной дом. Но такое чувство, как оказалось, родилось не сразу. Сначала, когда я сюда ехала, естественно, были впечатления от сестры. И я думала, что здесь так плохо. Но 12 лет назад здесь было все совершенно по-другому. Да. Здесь не было толком ни воды, ее давали по часам. Не было интернета. Это было что-то ужасное.
Вот мне казалось, что как так люди живут. А когда уже я сюда Сейчас? приехала, то я, видимо, себе так всю эту картинку описала плохо. И когда я сюда приехала, мне показалось, ну, вообще-то не так уж все плохо. Все есть. И когда мы сюда приехали, вообще вот городская среда, она была вообще в плачевном состоянии. А сейчас же у нас все равно скверы строятся, парк строится. Вообще очень много делается для города. Кстати, люди иногда это не замечают, но мы можем сказать, что просто изменилось все в лучшую сторону. Здесь очень даже можно жить. И жить очень можно хорошо. А вместе с тем, как меняется в лучшую сторону город, меняют свой образ жизни и горожане, совмещая работу и дом с любимыми увлечениями. Красавицы-сестры не исключение. Помимо основной деятельности, а это аэропорт Алёкминска, Яна занимается фотографией, Лилия печет на заказ имбирные пряники. Когда сюда с мужем переехали, я родила ребенка и была в декрете. Естественно, денег не хватает. А здесь как раз Новый год должен был быть. Но подарки-то нужно дарить. У него здесь родственников много. Ну и вот, и думала, что бы сделать. И вот увидела где-то в интернете, что вот есть такие имбирные пряники. И начала. И вот первые пряники я подарила своим родственникам. А потом уже, да, начала более так профессионально заниматься. Кстати, Алёкминск, я считаю, помог мне развить свое дело. Потому что тут, когда я приехала, практически не было фотографов. И у меня были руки развязаны, я могла делать все, что я хочу, как я хочу. И, в общем, Алёкминск меня раскрыл как фотографа. Мамы какие у вас? Отличные, замечательные и работающие. Работящие. Работяги. А ты, Адам, что скажешь? Какие? Ну, я хотела сказать красиво, а ты сказала. Ну, скажи. Спасибо, мама. Надеемся, что нашим телезрителям, как и нам, после знакомства с девушками, захочется напомнить себе, что где бы мы ни находились и что бы с нами ни происходило, главное – наслаждаться этой жизнью. Мы мечтаем жить хорошо, чтобы люди здесь все жили хорошо. Мы очень хотим, чтобы наш аэропорт, наше рабочее место расстроился, наконец-то довели уже его до конца, чтобы у нас все было там хорошо, не только у нас. Но лицо города же что? Аэропорт, правильно? Вот когда мы приезжаем. Самое главное, мы хотим, чтобы все началось с аэропорта и продолжалось. Все-таки Якутия очень большой край, и богатый. Жители Якутии достойны жить очень хорошо. Да, а вообще мы всегда любим говорить, что нам всегда хорошо там, где мы есть. Да, всегда хорошо там, где мы есть. И поэтому наша жизнь, мы любим свою жизнь, нас все устраивает. Алёкминск мы тоже очень любим, поэтому... И хотим, чтобы все алёкминчане также любили свой город, как мы его любим. Да. Катерина Винокурова, Ренат Нахеев, Алёкминск. А сейчас самое время узнать о последних новостях. Слово нашим коллегам из информационной службы. А мы продолжаем говорить об актуальных событиях к этому часу. Правительство России увеличило размер прожиточного минимума в стране. Определен новый размер для трудоспособного населения. Пенсионеров и детей в целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения 19 329 рублей, для детей 17 201 рубль, для пенсионеров 15 250 рублей. В 2025 году МРОТ составит 22 тысячи рублей, к 2030 не менее 35 тысяч рублей в месяц. Медики республики готовы к медицинскому сопровождению игр «Дети Азии» в Якутске. Во время игр в столице региона будут работать 32 медицинских пункта, в том числе 16 круглосуточных. Отмечается, что в медпунктах задействованы 122 специалиста. Медицинское сопровождение организовано как на объектах проведения мероприятий, так и в местах проживания участников и гостей. Во время церемонии открытия и закрытия игр будет организовано дежурство 6 мобильных бригад скорой помощи и Центра медицины катастроф. Волонтеры – важнейшие участники любого крупного международного спортивного события.
Для организации игр «Дети Азии» было отработано более 5000 заявок, однако только около 2000 вошли в состав волонтеров. Все они уже прошли первый этап онлайн-обучения. На данный момент стартовало очное обучение в формате лекций по 19 направлениям. Также прибывают волонтеры из других стран и регионов России. Их порядка 200 человек. В ближайшие дни начнутся практические учения на местах проведения игр. Чего я ожидаю? Ожидаю я, конечно, ярких эмоций, скорее радости больше и нового опыта и новых знакомств. Для меня это приоритет. Я была волонтером, похожих из такого же события похожего. Я жду от «Дети Азии», не знаю, больше знакомств, опыта нового как волонтера. Думаю, я стану более открытой к коммуникациям, и вообще в жизни будет все хорошо. То есть просто будут моральные принципы установлены. Ну, для меня вот это вот первый опыт по такому большому мероприятию. Вот хотелось очень поучаствовать. Я вот вообще приехал из Мирного. Вот, хотелось бы посмотреть, как тут проходят «Дети Азии». Открылась онлайн-продажа билетов на спортивные мероприятия игр «Дети Азии». Стоимость билетов составляет 100 рублей и 200 рублей на полуфиналы и финалы. Также желающие могут приобрести абонемент, включающий посещение всех спортивных соревнований. Его стоимость 1500 рублей. Оффлайн-продажа производится в кассе кинотеатра «Центральный». С 17 июня в Якутске официально заработал городской пляж. Открытие состоялось раньше, чем в прошлые годы. В этом году на территории пляжа круглосуточно будут дежурить сотрудники охранного предприятия. Также с 9 утра до 9 вечера будет работать администратор, отвечающий за чистоту и безопасность на территории. Длина береговой линии составляет 360 метров. Пляж оборудован спасательными кругами и вышками. По требованиям Санпина на территории разместили специальный душ для ног, мобильные санузлы и мусорные баки. Шезлонги закуплены. После обеда начнем их расстановку. Приоритетно они будут установлены в центральной части пляжа, где любой посетитель, любой отдыхающий сможет спокойно, комфортно отдыхать. У нас закуплено 80 шезлонгов, порядка 50 зонтов. Все это будет установлено для комфортного здесь пребывания. Также у нас работает в ночное время спецмашина, как я уже говорил, пескарь, ну и обновленные спасательные посты. Такими были актуальные новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Ну, а в жизни каждого человека может случиться такое, что вот кажется, что профессия не востребована, или появляется желание, наоборот, развиваться в другом направлении. Тогда человек может что-то изменить в своей жизни, но не может решиться на радикальные перемены, или у него попросту нет средств на переобучение. Для тех, кто хочет освоить новую профессию, существует федеральный проект «Содействие занятости». Его цель – это помочь человеку найти свое место на рынке труда. Сегодня у нас в гостях Владислав Хабаров, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Владислав, ну как сейчас можно пройти бесплатное обучение в центре? Наш Центр опережающей профессиональной подготовки работает с 2020 года у нас в республике. И вот с 2021 года мы являемся оператором федерального проекта «Содействие занятости населения». Это проводится по всей стране. Действительно, у людей есть возможность переобучиться, получить новую профессию или повысить свою квалификацию. И для отдельных категорий граждан есть вот такая возможность бесплатно обучиться. Главная цель этой программы – это трудоустройство, либо открытие собственного дела. Вот какая категория граждан может обучиться бесплатно? Бесплатно сейчас добавились новые категории. Это люди с инвалидностью, либо люди, которые сидят по уходу за ребенком. Раньше это были только мамы, то сейчас и любой родственник, который сидит по уходу за ребенком, может, в принципе, получить бесплатно профессию. Ну и остаются категории, которые не меняются. Это граждане 50+, предпенсионеры, пенсионеры. Это молодежь в возрасте до 35 лет, члены семей СВО или участники СВО, ну и безработные граждане. Вот вы упомянули про предпринимательство, еще хотелось бы услышать про профессии, какие можно на сегодняшний день, допустим, каким можно обучиться профессии. Ну вот именно в Центре опережающей профподготовки мы начинаем с июля. У нас стартуют 3 профессии. Это швея,
парикмахер и флорист. Вот три профессии мы стартуем, а уже после вот первого потока у нас начнутся и в сфере строительства, бизнес-планирования, предпринимательства. Такие профессии мы должны запустить. А как проходит обучение? То есть это очная форма, заочная, и как долго будут обучаться ваши подопечные? Можно ли, допустим, совместить с той же работой? С работой или с тем же ребенком, который у тебя дома маленький? Да. У нас это те категории граждан, которые мы должны учитывать особенности обучения. Мы всегда, наше обучение иногда бывает, и вечером мы учитываем и то, что индивидуальные особенности людей. Мы можем сделать и дистанционные форматы обучения. Главное, то, что у нас проводится, это теория проводится в нашем центре опережающей профподготовки по разным форматам обучения. И одно из основных требований, то, что практика проходит на производственных площадях. То есть не в кабинете мы рассказываем о том, как что делать, а именно на производственных площадках, в предприятии, в реальном секторе экономики они проходят практику. То есть если по специальностям, такие как парикмахер, флорист и... что вы сказали? Швея. Это понятно, где можно пройти практику, а вот, соответственно, когда уже по другим специальностям, более таким сложным, да, практику проходить, ведь как можно совместить, если ты, допустим, с ребенком, с маленьким сидишь, либо у тебя основное рабочее место есть, да, либо у тебя возраст, допустим, да, как с этим сложнее будет практику проходить? Сложнее, но люди на самом деле это все решают, потому что вот с 2021 года около 3000 людей уже прошли это обучение, и 2500 человек благодаря этому проекту нашли свою работу, либо открыли собственное дело. У нас в республике. То есть есть какая-то гибкость образовательного процесса, я так понимаю. Да, гибкость образовательного процесса, формирование групп, это все учитывается в заявке. Какие еще, может быть, основные моменты самой обучающей программы? То есть, я так понимаю, состоит из теоретической части, из практической, что-то еще может быть там? Профессиональное обучение у нас сроки. Это очень это краткосрочные программы. В короткие сроки можно получить свою рабочую профессию, любую. То есть это от 1 до 3 месяцев. Вот главная особенность — это то, что быстро дается профессия. Там нету никаких общеобразовательных дисциплин, то, что вот есть в среднем профобразовании, в ВУЗе. А мы даем четко только по делу, по той профессии, которую они выбрали. Вот еще у меня такой вопрос, да, если мы говорим про профессиональные переподготовки, да, все-таки человек, когда он хочет какую-то новую профессию для себя изучить, он все равно как-то, наверное, во внимание берет популярность, да, востребованность, перспективность. Ваш центр, я так понимаю, тоже какой-то мониторинг ведет и определяет учебные программы, по каким стоит обучать, по какие сегодня человеком точно не нужны. Да. Вот именно для этого и центр наш был создан. Мы занимаемся 3 направлениями. Первое, это основное, это краткосрочные программы обучения, но помимо этого у нас есть профориентация. Это профориентация не только для детей, но и для взрослого населения. И одно из направлений — это аналитика. Аналитика рынка труда. Какие сейчас профессии востребованы, по каким профессиям наша республика будет развиваться. Владислав, и главная такая очень интересная тема, как подать заявки. Все-таки большой ли конкурс на места? И вообще реально ли попасть еще туда? Вот, допустим, сейчас, когда в июле уже начнется первый поток. У нас в республике это направление координирует Госкомитет занятости населения. Есть такой сайт «Работа в России», где надо зарегистрироваться. А тем, кто вообще хочет понять, и какие профессии сейчас есть, хочет проконсультироваться, наш центр опережающей профподготовки всегда открыт. Мы находимся в торговом центре РЛ, Крупская, 13. На сайте у нас есть наши контактные данные, можно узнать и проконсультироваться. А само обучение, теоретическая часть, тоже там же проходит? Да. Просто, я думаю, людям важно, да, если мы говорим, опять же, про людей с детьми, с работой, то есть насколько быстро он может добраться до места обучения, насколько быстро оттуда вернуться. Владислав, спасибо большое за эту информацию. Я так понимаю, сегодня очень востребованы у нас флористы, парикмахеры и швеи, судя по... Да, это востребованные профессии, но и несколько еще профессий, которые стартуют. Это какие? Это в строительстве, в предпринимательстве, в промышленные есть профессии, которые мы стартуем после них. А первый старт мы даем по 3 профессиям. Второй поток мы сейчас, сейчас мы говорили про первый, да, где швеи вошли. Владислав, спасибо большое еще раз. Желаем успехов, во-первых, вашему центру и самое главное, конечно же, успехов
вашим всем учащимся и выпускникам. Ну а всем остальным, конечно, чтобы эта информация была для вас полезна, и если вдруг вы нет и думаете, а вот хочу я чем-то другим заняться, вот не мое, то я, чем занимаюсь сейчас я, то вот смело можете обратиться в Центр опережающей профессиональной подготовки. Паш, ну вот таким был наш эфир, и позвольте в завершении нашего прямого эфира рассказать немножко, напомнить о том, какая погода за окном. Да? Сегодня днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 19 градусов. То есть так достаточно прохладненько, я бы сказала. А сейчас еще прохладнее. Я там был, я знаю, я там мерз. Ну вообще, да, как обещали нам небольшое похолодание на этой неделе, оно все-таки пришло. Возможно, и хорошо, потому что мы знаем, какой бывает в Якутске и в Якутии в целом июль. Нас еще ждет это пекло, так что давайте понаслаждаемся прохладой. Вам всем отличного настроения, хорошего дня. Завтра в этой же студии, в это же время, на этом же телеканале, если вдруг кто что подумал, мы вновь увидимся и встретим завтрашний день. Мы желаем всем прекрасного утреннего настроения и продуктивного рабочего дня. До новых встреч!